Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Как не стать жертвой фейк-ньюс? Об этом на встрече с абхазскими журналистами рассказал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба в вербное воскресенье навестила подопечных столичного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Окно в будущее для молодых талантов. Концерт участников проекта с таким названием состоялся в Сухуми. Начнем с официальной хроники. Президент Абхазии Аслан Бжани накануне направил поздравительную телеграмму президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду по случаю Дня независимости. Аслан Бжани отметил, что с особой теплотой и благодарностью вспоминает визит в Дамаск в мае 2021 года и выразил уверенность в том, что межгосударственный диалог продолжит развиваться на благо народов Абхазии и Сирии. Президент пожелал сирийскому коллеге мира, добра и процветания народу Сирийской Арабской Республики. В правительстве обсудили проект новой инвестпрограммы. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с вице-премьерами и руководителем УХСа. Вице-премьер-министр экономики Кристина Узган сообщила, что в соответствии с решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 11 марта 2022 года лимит финансирования проекта инвестпрограммы на 2023-2025 годы определен в размере 4 миллиарда 50 миллионов рублей. Она пояснила, что мероприятия проекта поделены на 4 блока: развитие автодорожной сети, энергетика, водоснабжение и водоотведение, здравоохранение. В проекте инвестпрограммы 41 мероприятие. Наиболее значимыми и крупными по размеру финансирования станут проекты строительства детской республиканской больницы, канализационные очистные сооружения в Гудауте, водоочистные сооружения в Гагре, реконструкция подстанции и другие. Разделом автодорожной инфраструктуры предусмотрен капитальный ремонт автомобильной дороги Псоу-Сухум на аварийных участках и капитальный ремонт освещения республиканской автодороги Псоу-Сухум. Премьер-министр поручил максимально эффективно использовать финансовую помощь Российской Федерации с точечным упором на восстановление и улучшение необходимой республиканской инфраструктуры. Депутаты приступают к формированию парламентских комитетов. 18 апреля под председательством спикера парламента Лаша Ашуба состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов. Как сообщается на сайте парламента, в ходе совещания депутаты обсудили планы предстоящей деятельности, в том числе вопросы, связанные с определением численного и персонального состава комитетов парламентских комитетов. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в апреле 2022 года. Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получат пенсию 18 и 19 апреля. Те, кто родился с 41 по 47, 20 и 21 апреля, родившиеся с 48 по 50 годы, получат свои выплаты 22 и 26 апреля, с 51 по 53, 27 и 28 апреля. Увеличение квот на экспорт российских удобрений не будет распространяться на Абхазию. Правительство России временно увеличило действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений до 31 мая. Но они не распространяются на поставку удобрений в Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, сообщается на сайте Кабмина России. Отмечается, что действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. Согласно плану подготовки вооруженных сил Республики Абхазия, с 16 по 22 апреля на полигоне Цабал проходит полевой выход артиллерийских подразделений. На завершающем этапе полевого выхода артиллерийские подразделения выполнят упражнения по боевой стрельбе. Подробности у Астанды Оторба в рубрике «Амшахтыс». Бахмаранпи аррат базахны езит хтула район козигергант артиллеристша. Шаксуках юен пепснатула вчера министр Ранапанцала арвар чейзакна антат спецарахи амю иклот. Мушапы жафинаргна и юбанза уртр пуфездер халойт забалпи а полигонагна.
Товарищ полковник, личный состав привлекаемых к проведению полевого выхода построены. Начальник штаба лагерного сбора майор Матова. Здравствуйте, товарищи! Желаю, товарищ полковник! Вольно! Вольно! Апснату вчера министр артиллерии Айхабы Андрей Любовский Аруа Мекузду Ажекурайхит. Организованное совершение марша и своевременное прибытие в район назначены на полигоне. Соблюдение требований безопасности обеспечить при движении и выполнении всех мероприятий полевого выхода. Полевой выход, как вы знаете, проводится в соответствии с планом боевой подготовки, в соответствии с приказом министра обороны. И основными задачами является закрепление ваших навыков, получение вами навыков в освоении того оружия, которое имеется у нас. Прежде всего, поддержание высокого уровня дисциплины и соблюдение мер безопасности. Аррат Мадзура Яхысва Шуксыбжаки Тагзаны Роуза теория Дырраку Апыша, а техника Хархуашуха, а практикалы Шактурхойд, Десу и Рыду от Зачидаку Неракцойд. Их шоп батарея курила, Десур батарея хазхазапцарамов, обертацаква на хакцарца захана амихаку. Хачар Яхазаева брат Зарат Хардзот, Шуксыбжа Юнуцкала, и Ирца Зацара. Хахнева обры и еще кто гвардцы захана имя пахгала. Харат лагеря ханкалот хазиге амтанцала каштехна сарах ханхуид. Джерат цак хартар из кинаги хазахьёб и тцна хабсад гилах через захана. Аруа Абжгара Кварытана техника Аусура Айкурфера Гуатана Амию и Курцит. Забал имя Пургуантет спецарагныз Чалыз газ. Ахатыр Хамту Куранаршуит. Астанду Терпхай Налагуха Абазата В. Информация МЧС Абхазии. Спасатели обнаружили тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 70-го года рождения. Днем 16 апреля в ущелье реки Гагрибш на высоте около 900 метров над уровнем моря. Абхазские спасатели вели поиски в течение 5 суток. Большое содействие спасателям оказали местные жители. Поиски осложнялись ненастьем. В районе поиска на горе Мамзышха выпал снег высотой в 2 метра. По предварительной версии, Андрей Сазонов мог умереть от переохлаждения. Как не стать жертвой фейк-ньюс? Об этом на встрече с абхазскими журналистами в медиацентре МИД Абхазии рассказал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. Приезд в Абхазию вице-президента Международной федерации журналистов состоялся в рамках совместного проекта Союза журналистов Абхазии и Международного медиаклуба «Формат А3». Подробнее расскажет Анастасия Никонова. Фейк-ньюс как оружие информационной войны, для чего их используют и как им противостоять. На этот актуальный вопрос абхазским журналистам ответил секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. Его приезд в Абхазию состоялся в рамках совместного проекта Союза журналистов Абхазии и Международного медиаклуба «Формат А3». Что бы ни происходило в мире, Союз журналистов Абхазии и наши коллеги в Москве, формата А3, держимся и пытаемся выполнить свои обязательства или обещания перед журналистским сообществом Абхазии, что мы ежемесячно будем проводить наши встречи. Я от вашего имени приветствую нашего друга, коллегу, секретаря Союза журналистов Российской Федерации, вице-президента Международной федерации журналистов Тимура Шафир. Если вы помните, мы на первой пресс-конференции по случаю принятия Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию, мы тогда вам говорили, Тимур является одним из тех, кто активно помогал, содействовал вступлению Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир отметил, что дезинформация в СМИ явление не новое. И чем страшнее ложь, тем сильнее в нее верят, отметил журналист. Пандемия была объявлена впервые официально на уровне Всемирной организации здравоохранения, всего прочего, всего прочего.
И вот здесь, я думаю, все в той или иной степени сталкивались, видели огромное количество информации, которая посыпалась на всех нас, буквально на каждого. Вот можем сопоставить, было ли подобное в Абхазии. В России вот примеров просто огромное количество. Приходит рассылка, сообщение в WhatsApp над Москвой. Сегодня в 23 часа будут летать вертолеты, будут рассыпать реагенты на головы гражданам. Но вертолеты, они новейшей системы, вы их, скорее всего, не услышите. А реагенты, они прозрачные, вы их, скорее всего, не увидите. Но будьте готовы, это очень смертельные реагенты, которые неизвестно науке как повлияют на ваше здоровье и, самое главное, здоровье ваших детей. Да. Примите все необходимые меры. Какие необходимые меры? Ну хорошо, вертолет невидимый, порошок неслышимый. Казалось бы, шутка. Казалось бы, кто-то решил пошутить. Нет, это не шутка. Рассылка массовая в WhatsApp, она имеет свою стоимость. Это дорогостоящее удовольствие, это непростое удовольствие. Какую оно цель под собой имела? Что в первую очередь могла вызвать такая информация? Ну, конечно, панику. Конечно, панику, конечно, напряженность социальную, конечно, возможный социальный взрыв, потому что люди сидят по полгода взаперти, у людей нет понимания того, что будет с их работой, с их жизнью, с их здоровьем. Телеграм-каналы, которые создавались в период пандемии и распространяли фейковые новости о статистике заболеваемости и другую информацию, лишь подлили масло в огонь. Люди попали в сильный поток дезинформации, который пересекался с официальной статистикой, распространенной реальными и серьезными источниками информации. Кому верить и что думать, сидя дома на карантине? Такая ситуация вызвала некую панику у читателя, попавшего в информационный водоворот. Это сообщение видел лично я следил даже за тем, как оно тиражировалось, и следил за этим не только я, очень много моих коллег, которые занимаются международными делами. На выезде из Благовещенска российскими пограничниками были расстреляны несколько автобусов с китайскими туристами, которые до этого несколько месяцев сидели в карантине, у которых, значит, закончилась еда и все прочее, и они, отчаявшиеся, значит, эти несчастные китайцы с женщинами, с детьми, они пытались прорваться в сторону своей родины. Здесь уже немножко другой уровень мы наблюдали этого дела. Здесь не просто попытка сделать какой-то вброс, вызвать напряжение внутреннее. Здесь понятно, что на сообщение о расстреле китайских туристов застрявших, а застряло китайских и туристов, и специалистов десятки тысяч. Понятно, что в ту же секунду это не могло проверить и китайское посольство. Но эта новость тут же пошла по практически всем иностранным СМИ. В России расстреляны китайские туристы. То есть первая новость, причем очень интересная манера подачи. Первый репринт этой новости, он дается полностью, что были уничтожены китайские туристы, которые застряли в карантине. Следующий заголовок немножко сокращается. В России расстреляны китайские туристы. Просто почему их расстреляли? Там, не вовремя на Красную площадь, может, они вышли. И уже третьи заголовки, уже как это, по традиционной накатанной. Растет напряжение между Россией и Китаем. Граждане Китая убиты в России на фоне приказа, отданного Министерством обороны России. Тут уже становится совершенно очевидным, какую цель преследуют эти новости, откуда растут уши у этих новостей и как эта технология используется. Как в потоке информации отличить фейк от реальной новости? Задача для профессионала выполнимая, а вот для простого читателя не очень. Тут главное, отмечает Тимур Шафир, отключить эмоции. При прочтении любой новости отключать эмоции, использовать холодную голову. Чем больше в новости содержатся эмоции, тем больше вероятность, что эта новость не является реальной, что у нее есть какая-то другая задача. Как это не покажется циничным? Если вы видите фотографию девочки, которая плачет у тела матери, по которой только что дали автоматную очередь проезжающие мимо танкисты, это я вам говорю конкретный пример. Позавчера, когда это было, 4-3 дня назад. Сразу включите эмоции. А когда вы включите эмоции, журналисты, коллеги, у нас сейчас всех есть возможность факт-чекинга по фотографии просто через Яндекс, через Google Фото. Мы увидим, что девочка – это персонаж фильма 2010 года «Брестская крепость». Но это девочка, которая плачет у трупа матери. Убили маму только что фашистские захватчики, которые вошли в Брестскую крепость. Но эта девочка уже на по первых полосах всех газет. Guardian, New York Times, Washington Post –
в всех соцсетях. Уже Борис Джонсон, британский уважаемый человек, он уже оплакивает, понимаете, он уже оплакивает в своем выступлении эту девочку. Он оплакивает девочку, которая не существовала даже в 1941 году. Это конкретная девочка. Почему она пошла? Потому что несколько, в том числе наших СМИ, пусть даже с критичной позиции, там, помечая, что это новость от иноагента, это новость там, не соответствует Роскомнадзора, они ее опубликовали. Второй этап, чтобы проверить ту или иную информацию на достоверность, обратиться к ее первоисточнику. Для этого лишь необходимо пройти на сайт и убедиться, что новость опубликована от имени официального лица и не является ложью. Безусловно, и ответственность за информацию журналиста перед читателем и зрителем должна быть неотъемлемой частью его профессиональной деятельности. Факт-чекинг, проверка информации нужна всегда. Сейчас этот факт-чекинг, эта информация приобретают жизненно важное значение. Жизненно важное в прямом смысле слова. От него зависит жизнь. Неважно, где этот факт-чекинг будет иметь место. В Москве, в Киеве, в Абхазии, там, в Лондоне и все прочее. У нас информационные технологии и скорость передачи информации нас всех связали в один клубок. Уже во вторник, 19 апреля, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир расскажет о том, как не стать жертвой фейк-ньюс студентам Абхазского государственного университета. Анастасия Никонова, вторник, Амичба, Абазатова. Перспективы дальнейшего сотрудничества абхазских предпринимателей с липецкими бизнесменами обсудили 15 апреля в формате телемоста руководители торгово-промышленных палат Абхазии и Липецкой области Тамила Мерцхулава и Анатолий Гольцов, сообщает сайт ТПП Абхазии. Во встрече приняли участие предприниматели Липецкой области, которые сотрудничают с абхазскими предпринимательскими кругами и заинтересованы в увеличении поставок своей продукции в Абхазию, а также желающие импортировать продукцию абхазских производителей в области. Все ближе один из самых главных православных праздников – Пасха, воскресенье Христово. Первая леди Абхазии Элита Ахиба в вербное воскресенье 17 апреля навестила подопечных столичного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Она привезла старикам подарки, сладости, комплекты постельного белья и поздравила с вербным воскресеньем. Без подарка супругу Асланабжани не отпустили и постояльцы дома престарелых. Смотрите репортаж Иланы Казанба. Этого я зачем. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Спасибо вам огромное. Вербное воскресенье 2022 выпало на 17 апреля. В этот день первая леди страны посетила дом престарелых в Сухуме, а Элита Ахиба лично ознакомилась с условиями жизни и пребывания пожилых людей, поинтересовалась нуждами учреждения. Директор Анна Кварча рассказала, что на сегодняшний день в доме престарелых проживает 44 человека, 28 женщин и 16 мужчин. Супруга президента обошла палаты, побеседовав с постояльцами учреждения. Среди них Вера Молдаванова, учитель математики. Женщина рассказывает, что может уехать в Россию к родственникам. Да вот только желания такого у нее нет. Настолько комфортно ей живется в доме престарелых. Это педагог наши. Здравствуйте. С праздником. С праздником. Сегодня вербное воскресенье. Вашей семье, детям, внукам, всем самым чтобы и голубого не было. Спасибо. Вам большое спасибо, что не забываете. Спасибо, дайте я вас обниму. Мы чем стараемся. Спасибо, дорогая. Спасибо. Тогда на минутку и можно вас сюда? На минутку, пожалуйста. Как у вас уютно здесь? У нас все. Вот я занимаюсь вязанием. Это моя работа. Замечательно. Вот вас здесь много. Золотые руки у вас. Вот, так что Да я вы не вам... беспокойтесь, Нет, не беспокойтесь. я должна вам дать, кому подойдет, Константиновна, пожалуйста. Спасибо большое. Она для всех, я для всех. Спасибо большое. Спасибо. Здоровья вам. Здоровья вам. Хорошо в этом году. Пришла в 60. Прекрасно выглядите. И вот 10 лет. Ну, конечно, Константина мне рисовую муку покупает для лица, я делаю маски. Основными медикаментами постояльцы обеспечены. За ними хорошо ухаживают, особо следят за качеством питания. Несмотря на немалое количество проживающих, персонал старается всячески разнообразить их досуг. Медсестры обеспечивают дам косметикой, красят им волосы, следят за маникюром. С праздником вас! С праздником! Всех вам благ! Живите долго! Вы очень красивая женщина! Вы очень красивая женщина! Они волос красят здесь, и девочки им волос Книги красят, читайте! маникюры, да. Книги читайте!
Так обязательно, Да, и конечно. маникюр у вас красивый. Как же? Настоящая женщина. Конечно. Настоящая женщина. Первой леди провели экскурсию по двору и саду учреждения. Здесь постояльцы разбили палисадник. В саду уже цветут фруктовые деревья. В приватной беседе Анна Кварча рассказала Айлите Ахиба о нуждах и проблемах учреждения. Честно говоря, я думала, проблем будет больше в этой структуре, в этом учреждении. Но, видимо, усилиями и вышестоящих организаций, и непосредственно руководителей этого учреждения совершенно обстановка приятная, люди улыбаются, они даже красивые, такие пожилые люди, за 90 лет несколько человек, и они улыбаются, радуются. Как удалось выяснить, и медикаменты какие-то есть. Здесь не медицинское учреждение, но тем не менее какие-то некоторые необходимые лекарства срочного характера, они есть. Вот. Но отношения замечательно, и неплохо было бы, если бы среди нашей молодежи, может быть, в плане практики у тех девчонок и мальчишек, которые учатся в медицинском колледже или в других образовательных учреждениях, в плане практических, получения практических навыков, возможно, свои силы, чтобы они предложили здесь, и как-то и им полезно, и помощь персоналу. Конечно, понятно, что зарплаты маленькие, но выкладываются люди на 100%, если не больше. Вот это все видно, это заметно, видно, что это не показное. Вот. И приятно, что у нас отношения, действительно, нельзя их забывать. Старики, и когда молодежь видит отношение к старым людям, они, соответственно, транслируют это уже и на своих близких. И это, в общем-то, достаточно приятно в том плане, что и какой-то воспитательный момент в этом может присутствовать, поэтому я бы даже призвала наших студентов, обучающихся, обратить внимание на это учреждение. Айлита Ахиба пообещала оказать всевозможное содействие в решении озвученных вопросов. В преддверии светлого праздника Пасхи первая леди привезла старикам подарки – куличи, пироги, рулеты, а также комплекты специального белья для лежачих больных. Она пожелала пожилым людям здоровья и долгих лет, а руководству Дома престарелых сил и успехов в их нелегком, но таком благородном труде. Илана Казамба, Абаза ТВ. Министр культуры Абхазии Даурков отбыл в Москву с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба Министерства культуры. В рамках поездки планируется провести ряд рабочих встреч, на которых будут обсуждаться вопросы взаимодействия и сотрудничества Абхазии и России в области культуры в 2022 году. 30 апреля в Москве состоится юбилейный концерт ансамбля «Амцабс», посвященный десятилетию и приуроченный к Международному дню танца. С новой силой, с новыми танцами, новыми костюмами, увеличенным составом ансамбля «Амцабс», с новыми гостями, коллективами разных народов, со звездами эстрады. Окно в будущее для молодых талантов. Концерт участников проекта с таким названием состоялся в Сухуми. Общественная организация Центр культурного развития «Промуарт» в течение года вел работу с начинающими и уже опытными музыкантами со всех уголков Абхазии. Они записывали песни, делали аранжировки и снимали клипы. Концерт стал итогом всей проделанной работы. Подробности в репортаже Марианы Котовой.
Кулбая – 15-летняя ученица Галской школы номер 2. Девушка поет ровно столько, сколько себя помнит. Однако пределов школьного ансамбля ее популярность еще не преодолевала. Но как только в рамках проекта «Окно в будущее для молодых талантов» они с музыкантами и продюсером Абзагу Марухба сняли клип, который был опубликован на различных информационных площадках, Илона стала получить многочисленные отзывы. Не все они были восторженными, как признается девушка, но даже из этой ситуации она сумела извлечь пользу. Были люди, которые поправили мои ошибки, конечно, я уважаю, я все учитываю, потому что в будущем я знаю то, что мне пригодится. Ну, конечно же, те люди, которые мне поправили, может, даже были негативные комментарии, я уверена, что эти люди хотят, чтобы в дальнейшем я все сделала правильно, из-за этого они мне написали эти негативные сообщения, комментарии точнее. Вот, из-за этого я все это учитываю, без всяких там обид. Между тем, не было бы клипа и даже аранжировки легендарной композиции Queen, если бы не проект «Окно в будущее для молодых талантов», который реализуется в рамках программы поддержки гражданского общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН. Как говорят сами музыканты, благодаря участию в проекте они смогли выйти на новый уровень. Этот проект был для нас очень полезным, в том плане, что мы смогли себя записывать. У нас были коллективы, мы там играли, но это все как бы не тот уровень. У нас уже есть возможность себя записывать, слышать себя. И уже как бы вышли на более чистый, уверенный этап. За время реализации проекта было проведено 12 обучающих мастер-классов во всех районах страны, в которых приняло участие более 200 человек. В Сухуми была создана звукозаписывающая студия, оснащенная профессиональным оборудованием. Более 50 музыкантов получили возможность абсолютно бесплатно записать свою первую песню. Мы в течение года ездили по всем районам Абхазии, проводили творческие смотры, по ходу которых мы отбирали творческую молодежь. Также проводили обучающие мастер-классы, в которых мы объясняли некоторые особенности музыкального производства для повышения осведомленности в этом вопросе. Еще в течение проекта в течение года мы записывали абсолютно бесплатно новые песни, аранжировки на основе идей участников данного проекта. После того, как песни были записаны, мы приступили к съемкам музыкальных клипов, которые транслировались и будут транслироваться на телевидении и в социальных сетях. Клип на песню «Сымра», который исполняет Милана Гунба, еще ждет озвучки. Но основную работу музыканты и клипмейкеры завершили. Снять сумели за один день. Как рассказывает 13-летняя певица, сниматься в клипе гораздо проще, чем выступать на сцене. По словам Миланы, она не планирует связывать свою профессию с музыкой, но петь обещает всю жизнь. Я хочу стать архитектором, буду строить дома и петь. Музыкой я хочу заниматься, так как у меня это вроде получается. Я хожу на танцы, тоже 8 лет, в музыкальную школу. Я уже в 4 классе по классу фортепиано. В программе проекта запланировано создание 16 клипов. В настоящий момент готовы 12 из них. Поэтому концерт хоть и итог, но не завершение основной работы. Организация «Промо-арт» запустила механизм, который не должен останавливаться. Клипы уже живут своей жизнью в сети, а музыканты получили стимул для развития. В то же время оставлять без поддержки их нельзя. Культура требует постоянного внимания и со стороны гражданского общества, и со стороны государства, считает менеджер проекта Абзагу Марухба. Мы 3 года жили во время пандемии, и не было никаких культурно-массовых мероприятий, и мы все это время проводили в интернете, грубо говоря. И человек, то есть наш местный зритель, он привык, так скажем, видеть какой-то определенный уровень, да, в этих источниках информации. И сейчас мы на местном уровне должны предоставить, я думаю, что нашему зрителю новые лица, новые имена, новый подход к написанию песен и так далее, потому что это необходимо, так как уже конкурировать с тем, что дает нам интернет, мы, к сожалению, пока не можем. Поэтому это не только, так скажем, вопрос одного проекта, а это вопрос всей музыкальной культуры Абхазии, я считаю, и моя деятельность – это всего лишь капля в море. Таких проектов должно быть очень много. 20 номеров исполнили в Абхазгосфилармонии начинающие и уже опытные музыканты со всех районов Абхазии. Но
Но зрителей в зале собралось немного. Видимо, за годы пандемии уже прочно сформировалась привычка потреблять контент, а не наслаждаться живой музыкой. Марьяна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. 12-й республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии «Райда» состоится 20 апреля в Абхазской государственной филармонии имени Раждина Гумба. Цели фестиваля – сохранение национального музыкального наследия, приобщение молодежи к лучшим образцам народной музыкальной культуры, содействие развитию народного художественного творчества, стимулирование фольклорных вокальных коллективов. В фестивале примут участие районные вокально-инструментальные и хоровые ансамбли Республики Абхазия. 18 апреля – Международный день памятников и исторических мест, учрежденный в 1982 году Международным советом по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест. В 1983 году этот день был утвержден на 22-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. В нашем эфире смотрите видео «История Сухумской крепости», подготовленное Министерством культуры Абхазии. История Сухумской крепости напрямую связана с появлением и жизнью города Сухум. Сухумская крепость – уникальный археологический памятник, отражающий историю становления города Сухум, начиная с колонизации Древней Греции и по настоящее время. Первые упоминания о древних городах на побережье Черного моря относятся к VII-VI векам до нашей эры. Поселение Диоскуриада занимало небольшую полосу побережья шириной в 100-200 метров от границ Сухумской крепости на западе до устья реки Беследки на востоке. К огромному сожалению, древнегреческий город не дожил до современности, практически полностью уйдя под воду. По легенде, город был основан братьями Диоскурами, Кастором и Полидевком, которые в составе аргонавтов Ясона были участниками мифического похода за золотым руном. Диоскуриада являлась одним из крупнейших торговых городов во всем северо-восточном Причерноморье. Она была широко известна далеко за пределами современной Абхазии, а упоминания об этом городе встречаются во многих древнегреческих, римских и других источниках. Вытеснив греков в первом веке до нашей эры, римляне начинают обосновываться здесь. На руинах сожженной Диоскуриады был основан город, которому суждено было прожить тысячелетия и стать Сухумом. Этот город был назван Себастополис в честь первого римского императора Октавиана Августа Себастаса. Постепенно город начал обрастать укреплениями, башнями и стенами, рынками. Однако жизнь самой Римской империи была обречена на гибель, и в самом конце IV века она распалась на две части – Западную и Восточную Римскую империю. Последняя впоследствии становится империей, которая просуществовала больше, чем любая другая – Византия, а город Себастополис – процветающим городом под византийским протекторатом. В 30-х годах VIII века по землям Абхазии прокатились арабы. Они не смогли здесь обосноваться, но успели разрушить город. С началом в Абхазии генуэзской колонизации крепость и сам город упоминается как Сан-Себастьян. Он был одной из крупных черноморских факторий, основанных итальянскими купцами. В XVI веке с появлением в Абхазии турок и началом экспансии Османской империи при Черноморье название сменяется на Сухум-Кале. Крепость на протяжении всего времени не раз перестраивалась. В ней добавлялись новые укрепительные фортификационные строения. Последняя перестройка произвелась турками. Она образовала четырехугольник с выступающими пятиугольными бастионами по углам. Главные ворота находились в северо-восточной стене, дополнительные в стене, обращенной к морю. Стены крепости имеют толщину до 2 метров. Поскольку Сухум-Кале был очень красивым городом, резиденция правителя Абхазии Килишбея Чачбы была перенесена сюда из села Лыхны в конце XVIII века, где в результате покушения он был убит. Килишбей был захоронен на территории Сухумской крепости. Имя Килишбея связано с борьбой абхазского народа за свободу и независимость. Место захоронения владетеля Абхазии до сих пор не определено, но у Абхазского научного общества есть предположение о месте нахождения ее на территории Сухумской крепости. Поиски его останков являются нашим общим долгом.
Большую часть XIX века крепость была занята русскими войсками и служила гарнизонным укреплением. Впоследствии крепость служила тюрьмой. В ней содержались известные революционеры Нестор и Василий Лакоба, Николай Картава, Константин Иналыпа. В 1960-х годах при благоустройстве набережной Приморская стена Сухумской крепости была взорвана. Одну из развалившихся башен Сухумской крепости впоследствии перестроили в ресторан. В результате большого количества археологических работ, проводимых на Сухумской крепости с начала XX века, было сделано множество открытий, во многом меняющие представление об истории Абхазии. Среди них останки раннехристианского ортогонального храма V века. В то же время была найдена мраморная надгробная стелла. Нужно понимать, что большую часть археологических открытий еще предстоит сделать, проводя раскопки не только на территории Сухумской крепости, но и прилегающей к ней водной части, где артефакты под водой ждут лучших времен для их обнаружения с помощью новых технологий. В 1996 году на базе Сухумской крепости был основан Государственный историко-архитектурный музей-заповедник Сухумская крепость. На территории заповедника располагается главное хранилище, в котором хранятся археологические материалы со всей Абхазии, в том числе и с территории Сухумской крепости. У заповедника есть огромный научный потенциал для создания на его территории музея под открытым небом. Сохранение Сухумской крепости для будущих поколений должно и обязано быть вопросом государственного, национального значения, важность которого невозможно переоценить. Обеспечение неприкосновенности и развития государственного заповедника Сухумская крепость – наша общая задача. В Центральном выставочном зале в Сухуми продолжает свою работу экспозиция частной коллекции, где представлены более 100 работ абхазских и российских художников от 18 до начала 20 века, хранившихся в частных коллекциях. Выставка «Частная коллекция» организована Центральным выставочным залом совместно с фондом Амшра. Открыта выставка из частных коллекций. Ну, тут разные. Есть просто собиратели, есть просто любители искусства, которые покупают те или иные работы, а есть такие системные коллекционеры, как, например, Вячеслав Черикба, у которого представлены работы начала 20 века по сегодняшний день. Это мир искусства, связан с кругом дягилевских сезонов, Шарвашидзе. Вообще на выставке такой, если брать хронологический период, это от конца 18 века до сегодняшнего дня. И я думаю, что горожане будут очень заинтересованы посмотреть. И я думаю, что мы сделаем так аналогичные выставки периодическими. Подумаем, посмотрим, и, может быть, тематически они будут разные. Возможно, в следующий раз будет мелкоскульптурная пластика представлена, ремесла, предметы быта. Но это в будущем. А сегодня сухумчане будут иметь возможность видеть там живопись, графика, и которая представлена в 2 залах. Выставка посвящена, в общем-то, Фишкову, который являлся таким системным коллекционером, и благодаря которому сегодня существует картинная галерея, потому что он подарил все свои работы в свое время Абхазии, и была создана Абхазская картинная галерея в доме, в котором он жил. А теперь сейчас там располагается детская художественная студия.
Абхазский общественный фонд развития Амшра, попечителем которого является Беслан Родионович Агарба, вот уже на протяжении 13 лет поддерживает инициативы граждан в виде их проектов, которые позволяют сделать нашу жизнь лучше. Проекты, которые направлены на развитие Абхазии. Проекты, которые направлены на то, чтобы об Абхазии узнал весь мир. И сегодняшняя выставка в рамках проекта, который очень успешно, я считаю, выполнили Эльвира Арсали и Батал Кобахи, это доказательство того, что мы идем как бы в струе цивилизации, цивилизационного мира, потому что частные коллекции – это достояние не только любителей, коллекционеров, это еще и достояние общества, достояние народа. И то, что есть возможность увидеть эти картины, может быть, больше не будет такой выставки. Это большое, значительное событие, я считаю, для нашей страны. Здесь представлены работы, которые не являются гравюрами в основном. Это авторские работы, это графика в основном. И период – это Серебряный век, либо начало 20 века. Замечательные совершенно, я считаю, шедевры графики Батала Джопу. Это ранние работы. Вот из нарского эпоса карандаш, бумага, просто блестящие иллюстрации к нарскому эпосу. Там есть еще театральные работы, какие-то две работы Шалашидзе, Александра, нашего художника, работа Дианы Голба. Мне приятно, что могу поделиться своей коллекцией со всеми, кто интересуется искусством. Вот. Надо, чтобы в Абхазии было много таких случаев, да, событий, чтобы люди думали об искусстве, чтобы молодежь смотрела на эти произведения. Так что я думаю, что это хорошая идея организовать. Год назад с моим коллегой Баталом Кубахи возникла такая идея сделать большую выставку частных коллекций. И, конечно, спасибо фонду Амшра, Абхазскому общественному фонду развития Амшра, которые помогли реализовать эту идею. И сегодня вот в двух залах 100 работ. Выставка очень интересная, потому что здесь есть художники, которые относятся уже давно, их работы, к культурному наследию. Есть работы современных абхазских художников, есть гравюры 18-19 века. И всех их объединяет то, что они находятся в частных коллекциях. Это к тому же выставка коллекционеров, людей, которые десятилетиями собирали, приобретали многие из тех произведений, которые сегодня здесь выставлены. Конечно, это выставка о культуре собирательства. Практика всего мира, она заключается в том, что музеи, галереи, выставочные залы сотрудничают с частными коллекциями, с коллекционерами для того, чтобы те работы, которые годами находятся в частном пространстве, в личном пространстве, показывать их широкой аудитории, потому что они представляют и художественную, и историческую ценность. И на самом деле выставка очень интересна тем, что здесь есть работы, которые достаточно редко можно увидеть и в музеях, их нет и в галерее этих работ. Поэтому, на мой взгляд, такая вот в хорошем смысле большая музейная выставка, она получилась. И есть культурно-образовательная программа, в рамках которой уже можно будет более подробно поговорить о тех художниках и коллекционерах, чьи работы сегодня здесь выставлены. Чем еще эта выставка необычна, это тем, что, наверное, можно увидеть не только работы художника, но можно понять вкусы, предпочтения и такой вот образ самого коллекционера.
Спорт. Сборная Абхазии вышла в полуфинал чемпионата Краснодарского края по баскетболу. С 16 по 17 апреля сборная Абхазии по баскетболу провела 2 игры в рамках второго тура предварительных игр открытого чемпионата Краснодарского края среди мужских команд. Встречи прошли в Славянске на Кубани. По итогам 2 туров наша команда одержала 5 побед, уступила в одном матче и вышла в полуфинал со 2-го места в группе. В полуфинале, который состоится 29 мая, наша команда будет играть с Геленджиком. Финальный матч состоится 30 мая. В Гагре с 14 по 17 апреля прошло открытое первенство Абхазии по теннису. В первенстве приняли участие 20 теннисистов из Сухума, Пицунды, Гагры и Сочи, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорта. Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и призами Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту. Каратисты из Абхазии заняли призовые места в ходе открытого первенства Волгоградской области «Кубок Сталинграда». В турнире приняли участие 250 спортсменов в составе 22 команд из 11 регионов России и Республики Абхазия. Сборную Абхазии представляли 29 каратистов и каратисток. Сборная Абхазии заняла 2-е общекомандное место, 1-е место у сборной Волгограда, 3-е у команды Астрахани. Мурат Пкин стал серебряным призером первенства ЮФО по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Мурат выступал в весовой категории 38 килограммов и представлял Краснодарский край, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Спортсмен из Абхазии успешно дошел до финала, где уступил спортсмену из Калмыкии. Тренирует спортсмена Ливон Ейлян. В первенстве принимали участие 162 спортсмена из 8 субъектов Российской Федерации. Алмаз Габуния стал победителем открытого республиканского турнира по домино, посвященного памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния, который прошел 17 апреля в городе Новый Афон. В турнире принимали участие 30 спортсменов из городов и районов Абхазии и регионов России. По итогам турнира 1-е место занял Алмаз Габуния, 2-м стал Борис Борзов, 3-е место заняла Светлана Зубахина. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями, кубками и денежными призами. Победитель также был награжден переходящим кубком турнира, учрежденным семьей Артура Габуния. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 19 апреля, в республике облачно с прояснениями погоды. До второй половины дня преимущественно без осадков. К вечеру местами умеренный дождь, туман. Температура воздуха ночью 10-15, днем от 17 до 22. Температура морской воды 11 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и до встречи.